Так. Так. Потихоньку. Вот так. Здорово, ребята. Здравствуйте. А вот и я. Искал меня Казбек. Тому ты мне очень нужен. Объедем ребят сейчас. Ира. Очень важно. Петрович, я мигом. Да, только полегоньку. Завтра мы решили ехать 7-часовым автобусом, так? А, это мы все знаем, договорились. Но есть приятная неожиданность. Какая? В 6 утра пойдет дополнительный автобус. Ну и что? Как что? Мы уедем на час раньше. А зачем? Ну, быстро ты соображаешь. На час раньше мы начнем наш отпуск. Эй, шериф! Надо поговорить. Так мы же все решили. Ха, все меняется. Ставь будильник не на 6, а на 5 часов утра. Это еще зачем? Без 10:06 мы собираемся на автостанции, и не вздумай опоздать. А я хоть раз куда-нибудь опаздывал? Ну, ладно. Кола! Привет! Оторвем тебя от дела ровно на минутку. Салют! Чё прикатили? Завтра проснись в 4 утра. Зайди к Джири и разбуди его. Я? Зачем? Вместо будильника. И чтоб без 5:45 на автостанции. Ну и ну. А поспать когда? А лучше вообще не спать. А то проспишь. Пай-дай-дам. Имеются свободные места на рейс Орджоникидзе-Кисловодск. Где же он, а? Ну, ребята, еле уговорил, кассиршу. Знаю. Поменять билеты. Уговорил, а что толку-то? Дома нет, на завод звонили, может, он в больницу попал. Чуть-чуть не опоздала. Ах, Аминат, ну проходи. На этот раз ты успела. Проходи, родная. Здравствуй, Аким. Здравствуй, Фако. Проходи. О, с ребенком попрошу на лучшие передние места, пожалуйста. Через 1,5 минуты наш автобус отходит. Сядем. А куда ехать, вы знаете? Да. Что случилось с Казбеком, ну? Куда же он пропал? Ну что, уважаемые пассажиры, все сели? Все. Я отправляюсь. Эй, вы едете? Не спеши, дорогой. Куда ехать, не знаем, понимаешь? Наш Казбек куда-то пропал. Что? Казбек-гора всегда на месте. Как друга просим, подожди еще минуту. 7 одного не ждут. Автобус вам не собственные «Жигули». Поехали, а то у меня молоко вот-вот прокиснет. Не хотите, без вас уедем? А почему молоко из города в село везете? А мне так выгодней. Тут оно куда дешевле. Время, график. Ждать больше при всем уважении. Ну подожди! Да мы в отпуск едем! минуту! Эй, вы, люди, ну посмотрите, от виду умные ребята шутят, глупее не придумали. Стойте! Дорогой, подожди! Слышишь его крик? Казбек! Быстрее! Казбек, скорей! Ух, где ж ты был, Казбек? Подождите! Автобус уходит! Ну чего ж вы тянете, он же пришел. Вот он я, садитесь. Поехали. Вы думаете, я проспал? Нет, я не проспал. Вот, я встал раньше всех, весь город обегал. В футбол будем играть с утра до вечера и с вечера до утра, как в детстве. Арнай пассараймен, массарда дидинок,
Menışıktay Mariu hey Dama Bali Raşuk Şilgay Palman mit Bilmam Babu hey Dama Bali Raşuk Şilgay Palman mit Bilmam. Послушай, Казбек, а озеро там хорошее? Во! А форель водится? Да. Форель? Еще какая! О. А девочки там красивые. О, еще бы! Увидишь, сразу влюбишься. Ой, едем тогда скорей! Ну а как твоя тетя готовит? Пироги у нее вкусные? Да таких пирогов ты еще нигде и никогда не пробовал. Арнай постараймын, Басарды дидинек, Menışıktay Mariu hey Dama Bali Raşuk Şilgay Palman mit Bilmam Babu hey Dama Bali Raşuk Şilgay Palman mit Bilmam Babu hey. До свидания, ребята! Счастливого пути! Пока. Ух ты, красота! Вот сюда, друзья мои, я приезжал в детстве каждое лето к тете. А сейчас бываю раз в 5 лет. А надо бы почаще. Я уверен, что вам здесь тоже понравится. Отдохнете как нельзя лучше. Вперед! Да, красивые места. О, кого я вижу! Это мой друг детства, знаменитый тракторист Хазби. Ой, радикулит проклятый! Рад приветствовать с приездом! Отдохнуть приехали? Здравствуй, Хазби. Покупаться, рыбу половить. Позагорать. Оставайтесь здесь навсегда, а то из парней один я остался. Женихи нужны, от невест отбоя нет. Если так дальше пойдет, я никогда не женюсь, все выбирать буду. Мы здесь будем целый месяц, так что готовься, женим тебя. Ой, напугали! Ну, мне пора на ферму, там я красавица ждут. Ой, радикулит! Привет, джигиты. Привет! Ахша, Алан, Привет, как выросли. Как дела? А, конечно, гуляем. А у меня для вас есть подарок. Какой? М? О, мастерский. Таким в Испании играли. Да. Играть будем вместе, а буду Да. взять, оставлю на память. О, какие парни к нам приехали. Таких бы женихов внучкам нашим. Роксана, тебя к телефону председатель. Спасибо. Побудь здесь, я сейчас. Алло? Здравствуй, Роксана. Это я. Здравствуйте. Слушаю вас, Батрбек Курманович. У меня к тебе важное дело. Важное дело? Ты можешь зайти в правление? Хорошо, приду. Эй, невесты, встречайте, я... Футбол играю с новым мячиком, который Казбек подарил. Ага, бежим скорее, может нас примут. Я рад, дорогая тетя, что могу познакомить тебя со своими верными друзьями. Вот сидит Джери и улыбается. Он у нас лучший в мире, а рыболов, спортсмен. Очень хорошо. Гарантирую отличную уху. А это Спасибо. тому. Он будет нам рассказывать самые страшные истории из разных детективов. Он их прочитал, все какие только есть. И скоро будет сочинять их сам. Руки вверх и не вздумай сопротивляться, дружок. Этот детектив первым прочту я. Нет такого человека, который бы прочел детектив раньше меня. Мама! Goodbye, auf Wiedersehen, ciao. Но это я сочиняю только во сне. А по утрам
нас станет будить пением и игрой на гитаре наш кола. Вот так. Молодец. Друзья, а это моя любимая тетя. Она золотой человек. И я уверен, что вы ее полюбите всем сердцем так же, как и я. В наших бокалах благородное тетино пиво. Выпьем же за ее здоровье. Спасибо. Добрый день. О, вот кого я рада видеть. Проходи. Ой. Роксана, моя соседка, звездочка моя. Садитесь, пожалуйста, с нами. Видишь, какие у меня гости. Казбек сам приехал и друзей привез. Кола. Спасибо, тетушка. Только мне очень некогда. Я на минутку. Меня коровы ждут. Казбек, мы знаем, что вы приехали к нам отдохнуть. А колхозу нашему сейчас очень трудно. Пора сенокосу, не хватает людей. Помогите, пожалуйста. Что? Ты разве не слышал, что я сказала? Нет. Ты не узнал меня? Нет. Ты стала совсем другой. Тебя давно здесь не было. Ну, хорошо. Поможете? А моя рыбалка? Лично я косить не умею. Я тоже, и вообще мы приехали отдыхать. Ну, раз нужна помощь, поможем? Спасибо, ребята. Ой, черт. Сейчас, Кула, помогу тебе. Надо шире замах, дружище. Шире. Так. Смотри, получается. Сенокос — это древнее мужское занятие. Получается! Поймите, меня волнует поведение Роксаны. После нашего разговора с вами я считаю ее своей невестой. И хотел уже сегодня вечером поговорить с ней. А Роксана ведет себя неверно. И уверен, она не понимает этого. Зачем она пошла с Казбеком и его друзьями на сенокос? Она просто не отходит от них. Что скажут люди? Она все время с ними. А вези-ка меня на сенокос. Да поскорей. Отдохните немножко, я вам принесла холодного кваску. Ой, Роксаночка, спасибо большое. Нашу мечту. Хорошо, холодного кваску. Послушайте, а мне нравится косить, а? Хорошо, золото, Роксана. Я вами горжусь, вы так хорошо нам помогаете. А тебе, Казбек, большое-большое спасибо. Если бы не ты... Роксана! Я извиняюсь. Роксана, машину. Папа, ну... И, пожалуйста, без возражений. Запомните, моей дочери здесь делать нечего. Да. Ну и накосили вы тут. Ребенок бы больше сделал. Что это ты с нами так разговариваешь? Я отвечаю за сенокос. Понятно?
За твое здоровье, начальник сенокоса. Пошли. Ты отвечаешь, ты и работай. Ребята! Казбек! А ну вернитесь! Если ты такой вежливый, сам кати. Да вы меня не так поняли! Вернитесь! Да мы правильно тебя поняли. Послушай, что она говорит. А что она говорит? Я не буду ждать Батраза. Пойми, Батрас, уважаемый агроном. Он без 5 минут председатель колхоза. И как я буду выглядеть в глазах односельчан? Понимаешь, дочка, я дал слово Батразу. И сегодня он обещал прийти и окончательно поговорить с тобой и с нами. Да-да, он мне нравится. Он серьезный жених. Да. Это он решил, что я его невеста. Сейчас важнее узнать, почему ребята ушли с сенокоса. Ведь они хотели нам помочь. Спасибо, мне пора на ферму. А ты что молчишь? Это же твоя сестра. Она уже взрослый отец. Прекрасно отдыхаем. В хорошее место ты нас привез, Казбек. А может быть, мы все-таки зря ушли? Из-за какого-то самодура. Они на нас надеялись, верили. Не переживай. Мы правильно поступили. Таких всегда надо ставить на место. А мы будем отдыхать. Роксана? Сейчас. Угу. Да я просто так. В гости. А почему вы ушли с сенокоса? Так получилось. Казбек, а что там у вас произошло после моего ухода? Расскажи. Да что там говорить. Может, вас обидел Батрас? Мы сами кого хочешь обидим. Батрас. Казбек, с тобой трудно разговаривать. И, честно говоря, мне сейчас некогда. Угу. До свидания. Почта! Здравствуйте, тетушка Кашер. Здравствуйте, здравствуйте, солнышки мои. Слушаюсь и повинуюсь. Тихо, ребятки, поиграйте сами. Привыкла, что все за ней бегают, а наш Казбек не такой. Привет. Как отдыхается? Ничего. Роксана, я вчера погорячился на ферме. А не надо больше ходить на ферму. Вы в отпуске. Как? А вот так. Приветствую. Роксана, ты на ферму? На ферму. Садись, подвезу. С удовольствием. До свидания. Прошу. Спасибо.
Только заедем на минутку управления колхоза. Хорошо. Салют. Где же Казбек? Серьезно, он за ней ухаживает. Да, кавалер хоть куда. Прошу. Я подожду в машине. Тебя просил зайти бухгалтер. Зачем? Там в твоей бригаде начислена премия. Нужно подписать ведомость. И успеем на ферму. Куда ты пропал, Казбек? Что ты там увидел? Да так, ничего. Что с тобой, Казбек? Можно войти? Заходите, заходите. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ. Доброе утро. Вы звали? Мы пришли. Меня не было, я уезжал в город на совещание. А сейчас я попросил вас прийти, чтобы поблагодарить за помощь в сенокосе. Вы понимаете, корма колхоза очень нужны. Это будущее молоко, мясо, сыр, масло. Прошу. Через минуту будем на ферме. Очень хорошо. Ну ладно. Ой. Я вам прямо и честно скажу. Очень мы обрадовались вашему приезду в наш колхоз. Понимаете? Это шуточка Казбека и его друзей, а ты за них заступаешься. Ты позови их, они тебе помогут. Извини, мне пора. Батрбек Курманович! Это возмутительно! Что случилось? Я не привык к подобным дурацким шуткам. У меня полно дела, я не могу уехать. Это ты придумал? Вы о чем? На что ты тратишь время? Знаете, я хочу быть дояром. Опять розыгрыш. Что? На этот раз нет. Я действительно хочу, как дояр, помочь вам. Батрбек Курманович, скажите, пусть восстановит, как было. Что это за шутки? Так шутить, конечно, не следует. А дояр — это прекрасно. Ты что выдумал? Какой дояр? За мной, ребята. Зачем тебе это? Вот отчудило. Ладно, Казбек, пошутил и хватит. Пошли на озеро купаться. Правильно, пошли, а? Пойдем, окунемся. Вы пока отдыхайте, а я на ферму. Ой-ой, а как же тебе, А очень просто. Как? Все в обратном порядке. Да. Прикладывайте силы. Ну, взяли тогда. Ну-ка. Вот и все. Я отдал свою машину доставить больного в город. Отвези нас на своем запорожце. Кого вас? Меня и Казбека. Ну, пожалуйста. Так, отдыхайте. Не скучайте без меня. Зачем тебе все это, Казбек? Так надо. Я скоро вернусь. Скучаем. Ждем. Останови, подвезем. Садись, Роксана, мы на ферму. Ой, повезло. Конечно, повезло. Я лучше пешком. Не обижай своих друзей, прошу. Ты удивишься, Роксана, если узнаешь, с
кем рядом сидишь. А что, разве это не Казбек? Он не просто Казбек. Он теперь дояр. Твой коллега. Вы серьезно? В самом деле, правда? А почему ты удивляешься? Может, у меня талант. Что же ты молчал до сих пор? А я и сам не знал. А сегодня услышал внутренний голос. Ты прирожденный дояр, Казбек. О, как корова обрадуется. Не знаю, как корова, а куры обхохочутся. Ну что же, спасибо, что подвезли. Пожалуйста. А ты куда? Как куда? На ферму? А нам с тобой на старую ферму. А я не хочу на старую. Ты нужен там. До свидания, Казбек! Это, Казбек, наша старая колхозная ферма. А это ее заведующий. Здравствуй, Кайти. Как дела? Ремонт пора делать, председатель. Ремонт? Осенью, после уборки. А что приехал? Вот, тебе новый дояр. Дояр? Да. Первый в нашем колхозе мужчина-дояр. Пример достойный подражания, а? Эй, Мани! Серафима! К нам из города дояр пожаловал. Они городские думают, что молоко из коровы само течет. Он согласился нам помочь, зачем же поднимать насмех? Научите его. Ну, если так, милости прошу. Только я, председатель, снимаю с себя всякую ответственность. Угу. Желаю тебе успеха. Ты на Кайти не обижайся. Он хоть и строгий на вид, но человек хороший. Конечно, доить коров не мужское дело, но и позора в этом нет. Ну, конечно. Мы уже старые, нам трудно. А молодежь не хочет доить руками. Молодежь любит механизацию. Мы для тебя все сделаем. Будешь как дома. Принимай инвентарь. Сюда доить. Это гигиена. Дерзай. Благодарю за доверие. Идем. Все будет хорошо, сынок. Пойдем. Иди, не бойся. Так ты нам не ответил, доил ты когда-нибудь корову? В детстве с бабушкой. С бабушкой это хорошо. Это наша Гордо. Самая смирная. Самая ласковая. Да. Садись, сынок, начинай. А мы пойдем. Приступай, коли умеешь. Не будем Все тебе будет мешать. хорошо. Добрый день, многоуважаемая корова Гордо. Тихо, сейчас он освоится. Умеет. Ага. Ну? Да, не вышло. Ну, от тебя даже коровы шарахаются. Иди, расскажи все это нашему председателю. Сюда вы советовали доить? Вернее, гигиену.
Иди, дорогой. Ой, зря мы обидели парня. Надо было научить его. Да. Почему же он сказал, что доить умеет? Я думаю, может быть, он очень гордый. Ну и накрутил Казбек! Опа! Держись! Вот будет теперь смеху-то. Тихо, тихо, тетушка Кашер. Подожди. Это кто там так жалобно мычит? Вот я вас сейчас... Как вы думаете? Где сейчас Казбек? Не догадаетесь. Что? Он рано утром ушел на рыбалку с мальчишками. Он сейчас на ферме доит коров. Ему пришло в голову, что он лучший в мире дояр. И мы втроем, представляете, не смогли его отговорить. Да вы что выдумываете? Это же не мужское дело. Мы тоже такого мнения. Опа! Оп. До свидания! Тебе, Роксана, гость. Ты позвонил в завком, и что? И нам обещали путевки в наш родной заводской дом отдыха. А лично мне сейчас нужен вот этот трактор. Азби, тебя на ферме ждут, а ты тут пустяками занимаешься. Пусть подождут. Я один, а их много. Помогите! Да ну! Подождите! Не мешайте, я сам его буду спасать! Ты так схватил топленько! Дай схвачу тебе за волосы! Дай! Ты зачем толкаешься? Я же тебя спасаю! Так, тащите к берегу. Я буду его откачивать. Только всем расскажите, особенно девушкам, как я его спасал. Очень прошу, расскажите, а? Всем расскажу. Обязательно. Вот, если сейчас из него брызнет вода, значит, он будет жить. Во, ожил. О, спасибо тебе. За что? За трактор. За трактор. За трактор? Какой трактор? Стой! Остановись! Остановись по-хорошему, а то будет плохо! А то я тебе говорю, Хазби! Ой! Слушай, зачем ты уезжаешь? Я ведь тебя когда-нибудь все равно догоню! Стой! Хазби, наконец-то ты явился. Где его вечно носит? Надо же, всегда его ждем. Здравствуйте, девушки. Ой, да это же не он, извини. Девочки, Роксана, идите сюда. Ой, Казбек. Очень рад всех вас видеть. О, какая прелесть. Пожалуйста. Спасибо. Прошу вас. А это вам. Спасибо. А это... Это тебе. Спасибо. Почему ты приехал на тракторе? Он ведь нужен вам. А я тебя уже не ждала. Я приехал, потому что соскучился. Ты знаешь, я раньше о тебе не думала. Я тоже, знаешь, раньше о тебе не думал. Интересно. Да, странно все это. Так почему ты на тракторе, Хазби? Где он? А он спасает утопающих. Все шутишь? Ну и
пылит. Наш Хазди вместо того, чтобы работать на тракторе, катается на милицейской машине. Проезжей части. Водитель трактора. С правой стороны. Прошу освободить кабину. Это тебя касается, Казбек. Не обижайтесь на меня, друзья. Трактор мне больше не нужен. Вот накладные, а вот молоко. А ведь ты не прав, Казбек. Да, наверное, не прав. И знаешь, что самое обидное? Что? Что самое обидное? Наш друг Хазби бежал за тобой. 3 километра почти голый, и ты ни разу не оглянулся. Все село над ним смеялось. И теперь ни одна девушка не пойдет за него замуж. Ничего, все равно мы его женим. Будь здоров, Хазби. Подожди. Нет, ты словно нарочно делаешь, чтобы над тобой люди смеялись. А люди от смеха становятся моложе и красивее. Моложе и красивее. Что? Если я засмеюсь, стану красивее, а? Ой, тетушка, вы помолодели на целых 20 лет. Все шутишь. Ты в отпуске, лучше спи, купайся, загорай. А на ферму больше не ходи. Посмотрим. Следующий номер нашей программы — «Танец до Яра». Попросим. Роксана, а хорошо я придумал с этой коровой, да? Куда ты, Казбек? Да, глупо, но очень смешно. Казбек! Казбек! Что с тобой? Я тебя зову, а ты молчишь. Прости, Роксана. Честно говоря, обидно все это. И очень глупо. Утром я уеду и никогда здесь больше не появлюсь. Стоит ли обижаться на неумную шутку? Значит, ты считаешь, что я должен терпеть эти дурацкие насмешки? Нет, я решил. Уеду и все. Как я была рада, когда ты с ребятами стал помогать нам. Я готова была гордиться вами. Гордиться? Да. А потом ты все начинал и тут же бросал. Разве может такой человек вызывать уважение к себе? А не надо. Не надо меня уважать, утешать. Обойдусь. Не надо. Ты ничего не хочешь понять. Роксана, подожди. Что? Я не могу без тебя. Давай уедем вместе. Казбек и Роксана.
Я верю, что у вас очень важный разговор. Но сейчас, Роксана, наш отец и мама, ты правильно поняла, сидят за столом и не хотят ужинать без тебя. Извини, Казбек, но, по-моему, надо всегда уважать наших родителей, а? Будь здоров, дружище. Яркой радугой цветов расцветает росистый луг у реки. Всюду ты, только ты. Я скажу вам сейчас то, что думаю. Простите меня за резкость, Батрбек Курманович, но я не понимаю вас. Я считаю, что вы, как председатель колхоза, должны потребовать, чтобы они немедленно уехали из села. Как тебе этого хочется? Ну, как можно было угнать трактор? Они вызывают всеобщее возмущение. Пойми, ребята согласились помочь нам с сенокосом. Потом Казбек попросился к нам на ферму. И надо было его поддержать, ободрить, а ты высмеял его на сцене. Хорошо ли это? Подумай. Вы считаете, он пошел на ферму из-за любви к коровам? Эх. Не обижайся на меня, Роксана, ладно? Эй, зачем ты так? За Казбека. Не будешь ездить с Батразом на машине. Елена! Мани, иди сюда скорее! Здравствуй, дорогая. Здравствуйте, дедушка. Смотрите, смотрите, кто к нам пожаловал. Ой, вернулся. Ой. Чем могу быть полезен? Жюри, кому? Вам срочная телеграмма. Кола! Так кричишь, напугал. Нам телеграмма. Ну, я сейчас. Подожди, вместе пойдем. Для вас всех выделены 4 льготные путевки в заводской дом отдыха. Местком. Точка. Дай-ка сам прочту. Да, прочитай-ка лучше ты, Коста. Что это за путевки и что это за точка, а? Дом отдыха. Чем вам у нас не нравится? Отдыхаете, как в доме отдыха. Пусть уезжают, нечего их уговаривать. Почему вам у нас не нравится, а? Что тут написано? Обиделись на критику и сразу путевки, телеграммы. Посмотрите все сюда.
Вот. Это земля. Она большая. Казбек! Иду! Привет. Ну, что не веселый такой? На, держи. Из этой телеграммы следует, что на заводе нас очень уважают. Завтра выезжаем утренним автобусом, и вечером будем на месте. И нормально проведем оставшиеся дни. Казбек, пора уезжать. Ты как, с нами или остаешься? Ой, падаю! Падаю, помоги! Юр, помоги, падаю! Ой, это что такое? Осторожнее, осторожнее! Не бабье это дело! Падаю! Ребят, помогите! Зачем вы туда забрались? Держи, а как? Давайте руку! Вчера сняли с крыши побитый шифер, и завтра должна прийти бригада, чтобы отремонтировать нашу крышу. Держи! Вот. Давай! А сегодня по прогнозу дождь? Да. А коровы, они ведь как люди могут тоже простудиться. Конечно. Вот. У нас даже есть чем прибить. Жири, держи! Прекрасно. Сейчас прибьем. У нас все есть. И краска, и кисти, и звездка. А работать некому. Как хорошо, что вы согласились нам помочь. А мы не соглашались. Просто отремонтируем крышу и все. Ой, как ловко. Ребята, у вас получается. Осторожно! Ремонт, Да. строительство – это все мужская работа. Ну, а На будущий год вместо этой построим новую ферму. Ага. Может, и вы нам поможете. Ну, это как уж выйдет. Мы же работаем. Что здесь происходит? Выключите эту музыку. Она мешает мне говорить, а вам меня слушать. Кто вам разрешил здесь хозяйничать? Кто начал без меня ремонт? Казбек. Казбек? А кто такой Казбек? Они все не так сделают. Все. Никто ничего не умеет. Пока я здесь заведующий фермой, все должно происходить под моим личным, непосредственным руководством. Дай руку. Осторожней. Понятно вам? Дайте, разбился. Поставь меня на землю. Если бы я поймал кто-нибудь другой, я бы ему сказал спасибо. А тебе никогда. Ой, Подождите, уважаемый Мишурат. Я помогу вам выйти. я сама. Ой, Господи, Прошу. какой. Ой. 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 Кайти, ты жив? Скажи что-нибудь. Ну, скажи хоть слово. Арбуз очень вкусный. Попридержи. Здравствуй, Кайти. Здравствуй. Это правда? Уже и ты все знаешь. Ну, упал с крыши. Да. Ну и что тут особенного? Как будто ты падаешь с крыши ежедневно. Теперь ты должен отдать за Казбека свою дочь. Это почему? Он же спас тебе жизнь все-таки. А мог бы и не ловить меня. Да? Кто просил? Я не просил, мне не надо. Да. Я сказал тебе свое мнение. А знаешь, ремонт пойдет быстрее. Почему? Роксана с девочками обещали помочь твоей ферме. Это еще зачем? Опять интриги? Роксана! Я тут. Чтобы ноги твоей не было на ферме, где дояром этот Казбек. Ну почему? Нам не нужно вашей помощи. Сами сделаем свой ремонт. Папа, говорят, Казбек совершил героический поступок. Спас тебя от смерти. Да. Это ты должен был меня поймать, как сын. Все хорошо, папочка. Но я же всегда на службе.
Доброе утро! Рады вас видеть, тетушка Серафима. Здравствуйте, девушка. Привет, Давайте мы, а то нам делать будет нечего. Ой, а можно я в ведре покручу? Да, мы хотим побелить все стены, чтобы ферма наша стала красивая. А ну, Татьяна, его Ты, помоги. наверное, Роксана ищешь? Вот так. Спасибо, Джири. Неси. Вот она за углом. Смотрите, не надорвитесь. Ты пришел на девушку смотреть или работать? И то, и другое. Разрешите, я вам помогу? Держи, самая хорошая кисть. Спасибо. А я пойду окна мыть. Да, и обязательно пометьте, что Роксана наша лучшая доярка, мастер машинного доения. Постоянно выполняет план, активно участвует в общественной работе. Сейчас, например, организовала субботник, приводит в надлежащий вид старую ферму. Что, сама организовала субботник? Ну, мы помогли, конечно. А инициатива, да, шла от нашей Роксаны. Интересно. Я сразу сделаю несколько снимков. Конечно. А кто эти юноши? Приезжие. Просто так, ребята из города. Роксана, подойди, пожалуйста, к нам. Сейчас. Какой он торжественный. Познакомься, Роксана. Это Аслан, корреспондент районной газеты. Очень приятно. И мне. Разрешите задать несколько вопросов? А если вопросы потом? Поработайте с нами, сами все узнаете. С удовольствием помогу. Ну, Роксана, мне нужно поговорить с тобой. О чем говорить? Только не здесь. Ну, хорошо. Говори скорее, я тороплюсь. Я не могу тебе этого не сказать. Только не перебивай меня, пожалуйста. Я все эти дни думал... О чем? Я понял, что я поступил нехорошо. Погорячился, и ребята обиделись на меня совершенно справедливо. Я, конечно, был неправ тогда на сенокосе. Мне было обидно, что ты уделяла им столько внимания. Глупо. Ты ведь знаешь, как я к тебе отношусь, поэтому я так с ними... разговаривал. Понимаешь? Я... Что? Все это время... Я очень рада, что ты все понял. Роксана, подожди. Выслушай меня. Извини, меня ждут. Разрешите, я возьму у вас это? Ой, вам тяжело будет. Ничуть, носить тяжести одно удовольствие. Зачем вы залезли так высоко, на самый край? Не упадите! Яковлев, я должен быть всегда выше всех. Так. Готово. Спасибо, дорогой. Девушка, минуточку. Так. Готово. А теперь вот вам мое плечо. Спасибо. Уважаемый заведующий фермой, держите. Это тяжело. Хазби, не упади. Спасибо за совет. Верное предупреждение. Я думаю, что он когда-нибудь оттуда свалится. Здравствуйте. Отдохните, Батрбек Семенович, наверное, устали. Принимай, Юрий! Ребята, отличный рабочий момент. Застыли? Я снимаю. Вы знаете, Роксана права. У вас теперь в самом деле должна получиться хорошая статья. Вы не только все видели, а лично принимали участие. Эй, подруги! Давай, давай. Всю жизнь катал бы эту бочку. Оп! Оба! Оп! Ой, какой же ты неловкий, девушки! Ой, я при чем здесь? Девушки, вы, конечно, понимаете, что мы все это делаем для того, чтобы вас рассмешить. Дай-ка мне мою балалайку. Сейчас! Одну минуточку! Только играй погромче! Я люблю, когда ты играешь.
Спасибо, дорогой. Чего ж молодцы ребята, а? Отремонтировали ферму. Какой ты не верил. Да, я часто бываю несправедливым. Что верно, то верно. Но всегда признаю свои ошибки. Признаешь, всегда признаешь. И снова их делаешь. Да, характер такой. Сидите, сидите. Я хочу сказать спасибо нашей молодежи и преподнести этот почетный бокал гостю. Правильно, да. Благодарю тебя, дорогой Аслан. Спасибо, что ты приехал к нам, помог нам в работе, сфотографировал нас. Спасибо вам. Спасибо вам всем. Я так рад, что познакомился, поработал и подружился здесь со всеми. Я уеду, но мое сердце наверняка останется тут. И я напишу о вас интересную статью. За ваше здоровье. Спасибо. Спасибо. Позвольте пригласить вас на танец. С удовольствием. Извините, я Кайти приглашаю. Кайти не отказывай молодежи. с нашим гостем. Иди, танцуй. В молодости Кайти был танцором. А я вам приглашаю. Извините, тетушка Мани, Вот так. лучший танцор колхоза приглашает вас на танец. Красивая пара. Любят друг друга, потому и красивые. Да. Интересная деталь. Как вы думаете, что если написать об этом? Обязательно. Все село обрадует. Я звонил в редакцию и потребовал дать опровержение. Торопишься, Батрас. Опять торопишься. Нужны срочные меры. Все село знает, что Казбек никакой и не жених. Понятно. А какие ты предлагаешь меры? Написать опровержение, что статья неверная. Знаешь, а мне статья понравилась. Опять тебя заносит, Батрас. Поехали. День добрый. Вот это да. Не узнаю твою ферму, Кайти. Почему? Стала почти как новая. А что? Даже коровы не узнают. Мычать стали с удовольствием. Пожалуйста, полюбуйтесь, Кайти. Сейчас. Новая жизнь старой фермы. Хорошее название. И все село радуется, что Казбек и доярка Роксана в скором времени сыграют свадьбу. Как? Что такое? Я категорически против. И возражаю. А почему ты против? Да потому что я отец Роксаны. Отец, ты читал это? А где твоя сестра? Папа, она взрослый человек и сама все решит. Доставили в сохранность. Сейчас проведем эксперимент. Осторожно. Что это такое, я вас спрашиваю? Это колонка, усилитель музыки. Я читал, что когда коровы слушают музыку, они дают больше молока. Роксана. Послушай, подожди, Сослан. Сначала проведем эксперимент здесь. А если получится, внедрим на нашей ферме. А я буду приезжать сюда на танцы. Не о том говорим, не о том. Рад встрече, Казбек. Добрый день. Прочтите. Роксана, Спасибо. это вам на память. Там все перепутано. Вы о чем? Простите. Простите. Но я должен вмешаться. Отвечайте по существу. Вы самостоятельно написали эту статью?
Что вы имеете в виду? А вот что. Некоторые считают, что это клевета и вымысел. В скором времени они сыграют свадьбу. Вы что, с этим не согласны? Все вокруг видят, что они любят друг друга. Угу. Роксана, что же ты молчишь, скажи? Батрас, я ничего не хочу объяснять. Как будто трудно объяснить. Сослан, отвези ее домой, и там обо всем поговорим. Эх, Кати, что ты говоришь? Наши семейные дела — это наши. Ты ведь не хочешь меня огорчить, Роксана? А ты уходи отсюда. Лучше уходи. С тобой не огорчение. Прощайте. Наши семейные дела — это наши. Ты ведь не хочешь меня огорчить, Роксана? Это клевета и вымысел. Стой, Казбек! Что ты делаешь? Куда ты? Остановись! Что такое? Невесту украли! Стой, стой, говорю! Роксана, опомнись! Казбек, верни мне невесту! Украли! Казбек, подожди, я с тобой. Казбек, проснись, ребята, уезжают. Джерри оставил тебе сумку. Какую сумку? Чтоб ты привез им яблок, когда вернешься в город. Что? Они все уезжают в дом отдыха. Жалко, что уезжаешь. Я тебя не буду. Приезжай. Ты лучше приезжай, когда сможешь. Автобус! Обязательно увидим. Я обязательно вернусь. Поехали, ребята! Проходи, проходи. Эй, Казбек! Ты что? Ты разве не едешь с нами? Нет, не еду. Счастливого пути. Что ж получается? Казбек, мы подумали, тебе ведь будет плохо одному, без нас. Слушай, а что, если нам каждый отпуск приезжать сюда? Верно, мы здесь нужны. Эй, у нас есть путевки в дом отдыха. Отдыхай себе на здоровье. А все-таки они решительные ребята. Играй домино, шахматы, шашки. Ладно, я поехал. А соскучишься, возвращайся. Он что, обиделся? На себя.